Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Одним из главных вопросов, обсуждавшихся сегодня на заседании сессии парламента, стал вопрос о вынесении вотума недоверия премьер-министру Беслану Барцец. С такой инициативой выступили Илья Гуня и Дмитрий Арзанба. Депутаты аргументировали свое предложение неудовлетворительной, по их словам, работой Кабинета министров. Законодателям не хватило 2 голоса, чтобы принять это решение. Даже основной вопрос повестки дня, принятия бюджета на 2018 год, отошел на второй план, хотя депутаты проголосовали за проект во втором окончательном чтении. Подробнее о том, что и как обсуждали сегодня в парламенте, расскажет Рената Шакая. Последнее заседание сессии в этом году парламента продлилось почти 6 часов. Перед тем, как приступить к утверждению повестки дня, депутат парламента Илья Гуня предложил внести в нее вопрос о вотуме недоверия премьер-министру Беслану Барцец. Этот вопрос вызвал у парламентариев долгую дискуссию. После почти 2,5 часов обсуждения депутаты внесли его в повестку дня. Лишь только после этого парламентарии приступили к работе и одобрили бюджеты 5 государственных внебюджетных фондов. Законопроекты были приняты во втором и окончательном чтениях. Проект бюджета страны на 2018 год представила председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. Она отметила, что этот проект в большей степени социально направленного характера и только частично ориентирован на развитие. Он, правда, является в основном социально направленным, и только частично он является бюджетом развития, но это по объективным причинам, это абсолютно не связано ни в коей мере с тем, что какие-то вот там политические наши предубеждения, отношения. Это объективность. Это объективная ситуация нашего государства. Понимаете, это неудачный сезон, это плохой урожай, ну и так далее. Вкратце я просто хочу сказать, что нами были внесены в проект бюджета на 2018 год буквально небольшие изменения. Я вот так вкратце их озвучу. Изменения были внесены в ходе работы над проектом, коснулись исключительно, значит, контрольной палаты, сметы парламента, Республиканского центра народного творчества и независимых СМИ. Депутат Баталтапагу отметил, что при всех минусах бюджета проголосуют за него, так как это, по его словам, необходимо сделать. На сегодняшний день у нас происходит, на мой взгляд, это стагнация. Это экономический процесс. Суть стагнации состоит в том, что экономика из прогрессивного состояния происходит застойная, не характеризуется никакими переменами. Стагнация может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. И если в рамках экономической системы не будут приняты меры по его преодолению, то стагнация придет к кризису и упадку экономики. Характерными чертами это замедление экономического роста, темпы роста замедляются, сфера занятости и трудоустройства деградирует, общий уровень жизни населения снижается. Происходит это не резко, как при кризисе, но стабильно и неуклонно. Обычные методы экономические для решения таких вопросов невозможно. Уровень жизни будет ухудшаться, и уменьшение бюджета будет налицо. Соответственно, будет тяжелая ситуация в стране. В итоге во втором и окончательном чтении 28 депутатов проголосовали за принятие проекта закона о бюджете Абхазии на 2018 год. В окончательном чтении парламент принял поправку в закон о воинской обязанности и воинской службе, предусматривающую для репатриантов 2-летнюю отсрочку от призыва в ряды абхазской армии. Тайным голосованием парламентарии избрали Манану Делба на должность судьи Верховного суда Абхазии. После рассмотрения повестки дня депутаты вернулись к вопросу о вотуме недоверия премьер-министру. Президент уверяет нас в том, что у нас дела идут неплохо, а станут еще лучше, если исправить отдельные упущения. Проект же бюджета говорит о том, что в Абхазии идет усугубление проблем, спад экономики, и что мы выживаем исключительно благодаря российской помощи, которая, кстати, тоже сокращается. Президент говорит о необходимости программного подхода к развитию государства, о том, что необходимо следовать стратегии социально-экономического развития, что Кабмину поручено разработать отраслевые программы, что на это же направлена программа, известная под названием «25 шагов». А в проекте бюджета нет ни малейших признаков финансирования каких-либо программ и тем более их реализации. Позволю себе напомнить, что президент шел к власти под лозунгом о необходимости опоры на собственные силы и увеличения собственного бюджета.
И в послании он говорит, что Абхазии нужен постоянный экономический рост, что нужно переходить от политики освоения средств к политике развития. Правительство, видимо, вовсе не в курсе таких намерений президента. Оно занято почти исключительно освоением средств, а показатели наших собственных доходов в сравнении с прошлым годом снизились почти на 1 миллиард рублей. Не аргументированные, не конкретных фактов. Когда депутат Гуня зачитывает и говорит, что ищет в бюджете, почему нет денег на реализацию программы «25 шагов», программа, которая не утверждена, проект, который направлен в парламент, чтобы представили свои предложения, профильные комитеты, в том числе и комитет, который вы возглавляете, который не рассмотрел, но ищет финансирование. Сама подача постановления, не буду уже повторяться, говорить о нарушении процедуры, которая очевидна, что в последний момент перед началом заседания даже материалы, другие дополнительные вопросы все были размножены, а это постановление, наверное, с грифом «секретно» было. И инициатор сегодняшнего постановления присутствовал, когда премьер-министр был при рассмотрении бюджета, проекта бюджета расширено. И ни один вопрос ему даже не задал. Но это уже как бы его личное право задавать вопросы прямо или это в такой форме заочное обвинение. Никаких аргументов, которые в преамбуле постановления, ни фактами, ни цифрами ничего не подтверждено. Вместе с тем, присутствующий на заседании сессии вице-премьер Беслан Эшба назвал несостоятельными обвинения правительства в проведении непоследовательной экономической политики. По его словам, для того, чтобы давать такие оценки деятельности правительства, нужны четкие обоснования. Вопрос медицинского обеспечения буквально сегодня, помните, да, по-моему, вы ставили этот вопрос, сегодня задолженность закрывается за счет резерва президента. Решение также принято. Все вопросы, которые были вами поставлены на всех комитетских слушаниях, они все учтены в бюджете. А говорить о перспективе там, следующих поправок в бюджет, также оговорено с председателем комитета, что в первом квартале будут представлены предложения, которые мы или кто-то другой в нашем лице также готов будет, наверное, с вами обсуждать. Депутат Александр Анкваб высказался в поддержку инициативы депутата Ильи Гуния, но вместе с тем заметил, что для принятия серьезного решения о вотуме недоверия к председателю правительства нужны веские основания. На мой взгляд, правительство и те фигуры, о которых мы говорим, находятся в плену некоторых заблуждений. Возможно, эти заблуждения добросовестны. Это требует настоящего анализа, да? Анализа экономического, финансового анализа требует. Одно из таких заблуждений, на мой взгляд, следующее, что мы увеличили собственный бюджет в 2 раза. Оторопились. Не только с точки зрения практики, поторопились с точки зрения элементарных законов экономического развития. Вот главное мое заключение по этому поводу. Что касается отставки, я голосовал за включение этого вопроса. Вот мне, с точки зрения моей и на основе моего, в общем-то, правового положения, я бы сделал бы так. Прав представитель президента и те, кто не был согласен с необходимостью этого обсуждения сегодня, при всем при этом к заявлению надо приложить экономическое обоснование. Оно может быть сделано по итогам года экономического, бюджетного, финансового, как угодно. Это можно сделать очень легко. Депутат Дмитрий Дбар в свою очередь отметил, что пора уходить от практики свой-чужой и набирать на работу квалифицированных специалистов. Если Абхазия не уйдет от практики свой-чужой и будет подходить к практике специалистов, у нас специалистов в Абхазии достаточно, образованных людей тоже достаточно. Нет, по сей день, Еремеевич, мы той практикой выходим, что это не провластный, этот оппозиционер, этот родственник оппозиционера, это родственник провластного. Поэтому мы не...
Поэтому мы не можем подобрать себе нормальные кадры и сформировать правительство и все остальное. Потому что к вопросам мы подходим именно вот так. Сегодня для нас сюрприз. Нам говорят о том недоверии правительству. Да, я один из тех людей, которые четко отмечают вопросы, касаемые сельского хозяйства, экономики, касаются финансирования. В те отрасли, которые необходимы для того, чтобы создать рабочие места, для того, чтобы создать в нашей стране производство. Мы часто обсуждаем в рабочем порядке с нашими коллегами из исполнительной власти. Но когда мы говорим о вотуме недоверия правительству, мы говорим о том, что уйдет, и если мы примем, что правительство уйдет в отставку, мы лишим возможности тем самым, опираясь, допустим, не те или иные непрофессиональные отношения из руководства исполнительной власти, как нам кажется, но мы лишим возможности работать всему правительству Республики Абхазия. Они фактически все уйдут в отставку. Мы говорим о том, что это колоссальное количество людей-специалистов со своим образованием, со своими знаниями, со своим опытом работы. И перед Новым годом, перед Рождеством мы сделаем такой сюрприз, мы всех отправим домой. Вы знаете, я к этому не готов. В итоге в ходе тайного голосования из 20 голосовавших депутатов 16 высказались «за», против проголосовали 2, и 2 бюллетеня оказались недействительными. Для вынесения вотума недоверия правительству было необходимо минимум 18 голосов народных избранников. Рената Шакай, Тимур Гугухи, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Заседало сегодня и правительство. Здесь царила рабочая обстановка. Кабинет министров рассмотрел 32 вопроса повестки дня. Итоговое за год заседание правительства посетил президент республики Рауль Хаджимба. Глава государства отметил, что для выполнения всех шагов, обозначенных в послании Народному собранию, необходима активная работа и сплоченность. Репортаж Ирины Аршба. Год был непростым, можно сказать, сложным. Нужно учесть все наши ошибки и сделать все возможное, чтобы следующий 2018 стал для нашей страны лучше, отметил президент Рауль Хаджимба в начале заседания. Год был непростым для нас, тяжелейший год. И вы знаете все те причины, которые мы называли. Но несмотря на все это, ситуация контролируемая. Бюджет тяжело давался, и есть определенные упущения, никто их не скрывал. И мы открыто говорим о всех тех проблемах, которые есть перед правительством, перед руководством страны. В послании мы все практически изложили, наши плюсы, наши минусы. Определены сроки исполнения всех этих мероприятий, которые намечены. И я не сомневаюсь в том, что мы с вами со всеми этими вопросами справимся. Глава государства поблагодарил членов правительства за проделанную работу, поздравил с наступающим праздником и пожелал успехов в новом году. Затем члены правительства приступили к обсуждению повестки дня. 32 вопроса были рассмотрены на очередном, последнем в этом году заседании. Решением правительства утверждено положение об аппарате Кабинета министров. Данное положение не обновлялось с 1996 года. Утверждена межправительственная краткосрочная программа по финансово-материальному обеспечению делегации Абхазии на женевских дискуссиях. Определен объем лесосечного фонда и лесовосстановительных работ в лесах Абхазии на 2018 год. Порядка 33 тысяч кубометров лесоматериала будет заготовлено в будущем году. Члены правительства одобрили проект договора о сотрудничестве с Российским государственным научно-исследовательским навигационно-географическим институтом в целях реализации мероприятий по созданию национальной системы обеспечения безопасности мореплавания. Обеспечение безопасности мореплавания является очень важным вопросом, и в этом вопросе задействовано несколько служб, то есть это пограничники, это портовые службы, это МЧС, это экологи. И создание данной системы призвано обеспечить взаимодействие между всеми органами с главной целью обеспечить ее безопасность. Создание системы – это долгий путь, это несколько лет на это понадобится. Данный документ призван создать условия, чтобы для начала создать концепцию, то есть как это нужно нам сделать концептуально, а потом подготовить государственную программу.
Новость для нарушителей правил дорожного движения. Теперь при уплате административного штрафа за правонарушение не позднее 5 рабочих дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа сумма взыскания сокращается и подлежит оплате в размере 50% от всей суммы. В 2016 году вступил в силу новый закон о здравоохранении, согласно которому многие виды частной медицинской деятельности не подлежат лицензированию. Лицензированию не подлежат деятельность по проведению всех видов экспертиз, лечению особо опасных и высококонтагиозных болезней, проведение вакцинации, лечение социально опасных психических заболеваний, острых психических расстройств, а также госпитализация по экстренным медицинским показаниям, за исключением несчастных случаев и острых заболеваний, требующих неотложного вмешательства. То есть лица, пострадавшие в данных случаях и заболевшие острым заболеванием, должны будут им оказываться неотложная помощь в частных учреждениях. Также не подлежит лицензированию оборот наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров. В лицензионных требованиях мы учли наличие у индивидуального предпринимателя, который будет осуществлять непосредственную деятельность, медицинское образование и стаж работы не менее 5 лет, и у юридического лица, в частности у руководителя, который будет возглавлять данное учреждение, также стаж работы по соответствующей специальности не менее 5 лет. Постановлением Кабинета министров Министерству здравоохранения поручено до 1 марта 2018 года разработать и представить на рассмотрение перечень и порядок лицензирования частной медицинской деятельности в Абхазии. Также решено передать республиканское унитарное предприятие «Абхазфармация» в ведение Министерства здравоохранения. Члены правительства дополнили список инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Тимур Зантарьев включен в этот список с 2018 года. Компенсационные выплаты вкладчикам Сберегательного банка, внесенным до 14 августа 1992 года, будут продолжены. В 2018 году компенсацию могут получить граждане из числа прошедших регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года. Граждане, родившиеся до 1990 года включительно, и их наследники. Прошедшие регистрацию с 1 октября по 31 декабря 2012 года, родившиеся до 1970 года включительно, прошедшие регистрацию с 6 апреля по 29 мая 2015 года и родившиеся до 1960 года включительно, также получат компенсацию. У службы судебных исполнителей появится отличительная форма. Члены правительства утвердили форменную и парадную одежду приставов. Имущественный комплекс Сухумская ГЭС будет передан в аренду на 25 лет. Это решение было принято единогласно. Оценочная стоимость объекта будет определена после проведения технической инвентаризации, в которой будут участвовать специалисты Министерства экономики, Государственный комитет по имуществу, соответствующий орган от Черноморэнерго. Решением Кабинета министров Республики Беслан Авицба назначен заместителем начальника управления капитального строительства Абхазии. Ирина Аршба, Беслан Джинджал, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В районах Абхазии также подводят итоги года. В Очамчирском районе уходящий год был богат на события. Подробнее о том, чем сегодня живет район, расскажет Ресмар. Для Очамчирского района 2017 год выдался сложным. Бюджет района выполнен лишь на 42%. По словам главы администрации района Хрипса Джопуа, одна из причин такой ситуации – то, что в этом году рыбные комбинаты в Очамчире не работали. Кроме того, стихийные бедствия и нашествие мраморного клопа нанесли немалый ущерб району. По мере возможностей мы весь этот год сложа руки не сидели. Безусловно, и республиканские органы, в первую очередь, это энергетики, делали все возможное, чтобы мы бесперебойно имели бы и электричество, и воду, и все, что остальное, и все, что связано с жизнедеятельностью.
Но несмотря на все эти проблемы, в городе и районе произошли хорошие изменения. Более 12 километров дороги было отремонтировано в селе Арасадзых. Полностью заасфальтирована дорога в селе Пакуащ. Также началось строительство школы в Тхине и детского сада в городе Очамчира. В районе было открыто несколько предприятий. В их числе завод по переработке меда и производству джемов. Необходимо отметить, что в течение года был проведен ремонт нескольких мостов по всему району. Сегодня идут восстановительные работы по водоводам в селе Члоу, Ватара, Очамчира. Идет строительство детского сада. Все вместе, в совокупности, знаете, и при таких сложных чрезвычайных ситуациях, и когда с бюджета выпадают существенные суммы, думаю, что с помощью руководства страны районная администрация сделала все возможное, чтобы никаких таких резких скачков в худшую сторону или где-то в дестабилизации обстановки, чтобы этого ничего не произошло. В Очамчирском районе была проведена большая работа по борьбе с мраморным клопом, лечению ореха и цитрусовых деревьев. Работа в этом направлении в следующем году будет усилена. Энергообеспечение – еще одна отрасль, которой в районе уделялось должное внимание. На сегодняшний день проблема оплаты счетов за потребляемую электроэнергию по-прежнему актуальна. Впрочем, как и по всей стране. В связи с чем были приняты особые меры. Создана энергетическая комиссия, но пока значительных результатов не наблюдается. Мы должны научиться платить за потребленную электроэнергию, за воду. Из года в год мы об этом напоминаем, каждый раз мы это говорим. Но думаю, что надо применять не только жесткие меры, но мы должны думать о роли ответственности, о роли и ответственности руководителей на каждом этапе в деятельности любого направления. Это если контролер в селе, это сельские администрации, это служба сбыта, это отделы администрации района. Все это должно на самом деле иметь такой действенный характер. По российской инвестпрограмме в Очамчиру на днях поступили 4 единицы спецтехники. Ранее район обслуживала всего одна машина, и по этой причине часто возникали проблемы со своевременным вывозом бытовых отходов. На сегодняшний день город облагорожен, везде высажены цветы и деревья. Есть хорошие результаты у района и в области спорта и культуры. Самое главное, вот если мы смогли сделать главное, что практически по всем направлениям, если идет активная жизненная деятельность, отделы молодежи и спорта проводят мероприятия за мероприятием. В наших школах тоже вот идет очень активная работа по военно-патриотическому воспитанию и тому подобное. Все это, безусловно, приведет к хорошим результатам и в будущем тоже. У районной администрации много планов. Необходимо восстановить более 10 школ по всему району, а также школу искусств в Очамчире, отремонтировать больницу, восстановить дороги в селах, наладить электричество. По словам Хрипсаджопо, пусть и не все, но часть этих планов будет реализована в следующем году. Сарьес Мырлеона Адлиба, Абхазское телевидение. В администрации Тухарчала прошла встреча с активом района, на которой были подведены итоги производственно-хозяйственной работы за последние 9 месяцев. Уходящий 2017 год для города-героя Тухарчал юбилейный. К 75-летию города готовились основательно. Было проведено немало работ по его облагораживанию. Начальник налоговой инспекции Тухарчала Джон Аршба отметил, что собираемость земельных налогов в этом году превысила 72%. По общим показателям нынешний год стал намного успешнее и плодотворнее по сравнению с 2016-м, отметила глава администрации района Аида Чичхалия. Если сравнивать уходящий год с предыдущим, можно сказать, что у нас показатели лучше, чем в предыдущем году. В выполнении доходной части бюджета можно уже смело говорить, что будет около 80%. Да, это не лучший показатель, но на это есть объективные и субъективные, конечно, причины. То, что основное бюджетообразующее предприятие Тухарчал уголь приостановило свою
работу. Но я хочу сказать жителям нашего города, что это не значит, что они совсем свернулись. Есть надежда, что если цена на мировом рынке, цена на уголь поднимется, то работы будут возобновлены. В некоторых селах района отремонтированы дороги, заменены более 6 километров водопроводных труб на 9 участках. В городе очищены и отремонтированы ливневые коллекторы, заменены водопроводные канализационные трубы в подвалах жилых домов. Проведена большая работа по санитарной очистке города, обеспечению населения питьевой водой, а также частичный ремонт кровли, очистки водосточных труб и желобов. Проведена также работа по подрезке деревьев по улице Абжуйской, побелка деревьев. Значит, мы произвели частичный ремонт 2 мостов на нижней площадке, покрасили их, привели в порядок. Также бордюры нижней площадкой, соединяющие заправки. Значит, проведены работы по замене задвижек, которые вышли из строя и в срочном порядке необходимы были. Завершился ремонт водозаборных головных сооружений. Кроме того, в рамках инвестпрограммы в городе Тхуарчал установлены электрические опоры, проложены линии электропередачи. Идет капитальный ремонт ЦРБ. За счет республиканских средств начат ремонт детсада по улице Лабахуа. Директор Тхуарчалстрой Леонтий Аршба отметил, что на ремонтные работы было выделено более 68 миллионов рублей, включая средства, выделенные по инвестпрограмме. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил искусствоведа, члена Союза журналистов Абхазии, Союза художников Абхазии, Международной ассоциации искусствоведов Бочу Аджинджел с 80-летием. В поздравлении, в частности, говорится: вы внесли большой вклад в исследование абхазского искусства, в особенности в изучение творческого пути выдающегося абхазского художника, сценографа, театрального критика Александра Чачба-Шервашидзе. Недавно вышла в свет ваша новая книга о его судьбе и творчестве, приурочена к юбилею со дня рождения большого мастера. Вы были участником всех значимых событий национально-освободительного движения, начиная с 1967 года и до конца 1980-х годов. Весом ваш вклад в работу газеты «Апсных» Общеабхазского государственного музея, Сухумского художественного училища, Министерства культуры, Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия, отметил в своем поздравлении президент Рауль Хаджимба. За заслуги перед Родиной в период Отечественной войны народа Абхазии в честь 25-й годовщины со дня образования Министерства обороны ветеранам, преподавателям и профессорам АГУ были вручены медали и подарки. Церемония награждения прошла в Абхазском государственном университете. Для вручения наград в университет пришли представители Министерства обороны Абхазии. Подарки и медали вручил заместитель министра обороны Надар Пилия. Национальный университет. Тяжелые, суровые годы войны проявил себя очень достойно. И то, что с течением времени награждаются наши сотрудники, которые во время войны проявили себя настоящими патриотами своей Родины, закономерно. У нас еще есть люди, которые на ниве просвещения, науки очень много делали и делают. Центр по борьбе со СПИДом уже много лет оказывает всестороннюю помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом. Обращение в Центр дает уникальную возможность получить своевременную диагностику на выявление вируса. В преддверии Нового года сотовая компания «Аквафон» выделила ВИЧ-инфицированным детям множество подарков: планшеты, одежда и детская кроватка для самого маленького пациента. Абхазия небольшая страна, и поэтому любой бизнес, любой бизнесмен, любая коммерческая организация может быть и должна быть социально ответственной. Компания «Аквафон» в этом плане не исключение. У нас имеется множество проектов, множество акций, которые направлены именно на социальную жизнь и людей, живущих в Абхазии. Данный проект «Помощь Центру по борьбе со СПИДом» — это уже такая ежегодная, хорошая, сложившаяся традиция для нашей компании, когда мы под Новый год выделяем средства
для центра, чтобы они могли купить какие-то новогодние подарки детям. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеоцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.